Здравствуйте, это вечерние новости, в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Про уходящий и будущий год глава республики дал пресс-конференцию. Последствия аварии, как идут восстановительные работы в Чурапчинском и Татинском районах после аварийного отключения электроэнергии. Суровая якутская зима наступила. Каковы прогнозы синоптиков на текущую неделю? Главные темы уходящего года обсудил глава республики Айсен Николаев с журналистами региональных СМИ. На пресс-конференции говорили о летней борьбе с лесными пожарами, росте экономики до допандемийных показателей, а также благоустройство, строительство и приведение в порядок инфраструктуры. Также глава республики рассказал о реализации 100-летнего плана Якутии и что каждый житель может внести в него свои предложения. В юбилейный год готовят множество мероприятий, посвященных столетию якутской автономии. Не обошли стороной тему коронавируса. Сейчас, по данным, в Якутии привито уже 75% населения. Активно формируется коллективный иммунитет, а число заболевших значительно снижается. В связи с этим Айсен Николаев отметил, что, возможно, будут вводить послабления в ограничениях. Может быть, мы какие-нибудь ограничения еще до конца недели тоже будем снимать в связи с тем, что все-таки эпидситуация по республике значительно улучшилась по сравнению, даже еще раз говорю, с ноябрем месяцем. Безусловно, год прошел непростой. Я в своем послании про это говорил. Год был годом испытаний. Вместе с тем все мы прошли его. Непростой, сложный год. Ну и сейчас уже входим в 22-й год, год 100-летнего юбилея. Год, который я объявил в следующем году в республике годом матери. Много планов, много разных подходов к решению тех задач, которые стоят перед республикой. В Чурапчинском улусе идут ремонтно-восстановительные работы по последствиям аварийного отключения электроэнергии. Все еще отключена подача тепла в 11 индивидуальных жилищных домах по району, а также в жилом доме в селе Хаяхсыт, в 3 домах в селе Дябло и в 1 гараже. Сейчас все силы брошены на аварию в селе Мандагай, в котором находится животноводческий комплекс на 2800 квадратных метров, также 4-квартирный дом и здание гаража с котельной. По состоянию 10 часов утра 20 декабря плановые работы, ремонтно-восстановительные работы идут в указанных объектах. Все ремонтные и восстановительные работы сейчас ведутся силами Чурапчинского филиала ГУП ЖКХ, силами общества с ограниченной ответственностью «Джулур», а также управляющей компании «Хатан». Все силы, человеческие ресурсы, а также материальные ресурсы все на месте хватает. И наша задача в течение суток до завтрашнего дня подать тепло во всех этих указанных объектов. Но в Татинском улусе до устранения аварии все котельные подключились к резервным источникам питания. В ходе оперативного реагирования все объекты жизнеобеспечения работали в нештатном расписании. Все объекты жизнеобеспечения, в том числе котельные улуса, были переведены на резервные источники питания, а также Татинский участок якутских электросетей тоже был переведен на временную схему подачи электричества. Но в ходе вот этих всех мероприятий у нас ни одного объекта и ни одного частного сектора там аварий не произошло. Все благополучно решилось, но тем временем у нас все равно возникли нештатные ситуации, но вовремя было все ремонтировано и устранено без нарушения схемы теплоснабжения и схемы электроснабжения. К другим темам в Якутии планируют построить республиканскую инфекционную больницу. Сегодня проектно-сметная документация завершена и проходит государственную экспертизу. Цитата: «Пандемия коронавируса заставила нас не только бороться с ней, но и выстраивать систему по борьбе с инфекционными болезнями в будущем. После строительства кардиологического и онкологического диспансеров надо совместно с федеральным центром рассмотреть вопрос строительства республиканской инфекционной больницы», сказал глава Якутии Айсен Николаев.
В Минстрое России одобрили заявку на получение субсидий из федерального бюджета по 3 объектам в Якутии. О том, как будет реализован национальный проект «Чистая вода» в Амгинском районе, расскажет Анна Васильева. Получить субсидию из федерального бюджета и таким образом все-таки войти в нацпроект удалось благодаря слаженной работе администрации района, курирующим региональным министерством, службе госзаказчик. В сжатые сроки удалось составить всю необходимую проектно-сметную документацию. Подготовили проект, прошли экспертизу и подали заявку в Минстрой России и получили одобрение. И вот после подписания дополнительного соглашения у нас со следующего года, с 2022 года, начнется реализация первого этапа водоснабжения. Так что все очень довольны, жители Амги. Наконец-то это все у нас реализуется. И в каждом доме у нас будет чистая, своя и горячая, и холодная вода. К круглогодичному водоснабжению будут подключены порядка 5000 подворий в Амге и еще 350 в селе Алтанцы. Так решится давняя проблема селян, которые мечтают хотя бы о летнем водопроводе. Ведь у всех, у кого частные дома, есть огороды, бани, и летом приходится ждать дождей и пользоваться услугами водовозки. У всех огород, конечно, в деревне, да, поэтому трудно было, например, воду заказывать. С каждым годом у нас бензин дорожает. Поэтому вода тоже дорожает. Сперва 100 рублей было, потом сейчас 150, что ли, стало, да? Поэтому по карману, конечно, ударяет. Ну, если водопровод будет, конечно, легче будет. Да, почти благоустройство тогда будет, да? Круглогодично, говорят, будет. Это очень отрадно. Мы рады. Сколько лет ждали-то. В администрации района планируют в следующем году уже начать строительство водоочистных сооружений, а в 2024-м полностью реализовать проект. В 2022 году первый этап. Это очистной, и водопровод подойдет к Амги. У нас котельный стадион, молодежный квартал. Это первый этап. И второй этап уже окольцевание села Амги. И все кварталы уже будут подключены. Сумма вышла внушительная – порядка 700 миллионов по селу Амга и еще около 300 на Алтанцы. Там после предварительной переработки вода в дома будет поступать прямо со скважины. Анна Васильева, Семен Семенов, Амга, Амгинский район. В Национальной библиотеке прошла презентация книги, посвященной видному политическому деятелю Степану Гоголеву. В книгу вошли материалы о жизни и деятельности наркома просвещения. По словам авторов книги, материалы собирались еще со столетия видного деятеля. Степан Гоголев – один из первых революционеров-большевиков в Якутии. Наряду с такими видными госдеятелями, как Платон Аюнский, Максим Амосов, Степан Ржаков и Сидор Барахов, он был одним из тех, кто стоял у истоков народного образования Якутии. 125-летие государственного деятеля общественность республики отметит 21 декабря, в день его рождения. Свое место нашла рукопись 1933 года. И, оказывается, к годовщине смерти Степана Филипповича Гоголева его товарищи, друзья по работе запланировали издать эту книгу. Но, к сожалению, рукопись данной книги был уничтожен во время пожара общежития. И они заново восстановили рукопись в 1937 году, но эта рукопись не была издана. Уснерский дом культуры «Металлург» в этом году отмечает 60-летие. В честь юбилея на протяжении всей недели ДК объявил Дни открытых дверей. Сюжет Светланы Поцелуевой. Попасть в закулисье – это всегда интересно. И мы не упустили возможности увидеть творческий процесс. Народный ансамбль танца «Золотинка» готовится и к своему юбилею тоже. Весной ансамблю исполнится 55 лет. «Золотинка» – это больше сотни золотинок разного возраста, бережно сохраняющих не только историю коллектива, но и постановки прошлых лет. Об истории создания цирковой студии «Веселая арена» рассказал ее первый руководитель, получивший в этот день грамоту Союза цирковых деятелей России Владимир Гарон. Было приятно посмотреть, что сидели дети, такие как наши, только наши уже на порядок много могли делать, а у этих все впереди. У нас детей детского дома только 80 было. Мы занимались 2 смены.
И через где-то месяцев 7-8 мы выдали полную программу. А коллектив Народного театра подготовил игру с участием гостей и приглашенных, где им пришлось определять название спектакля по увиденным фрагментам. Ко всем ролям относишься как к своим любимым. Наверное, самый любимый еще впереди. Вы можете сказать, что у вас теперь есть основной состав театра? Да, могу сказать. Именно люди, те, которые вот им нравится это, хочется участвовать в театре, они просто после спектакля, они такие озаренные становятся. За 60 лет в стенах Дома культуры занимались любимым делом не одно поколение уснерцев. И по-прежнему тепло и призывно светятся вечерами его окна. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Сотрудники МЧС по Якутии спасли соболя. На телефон Главного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре Емиян по улице Автодорожная в Якутске в магазине «Айгуль» обнаружено дикое животное, похожее на хорька. Спасатели, выехав на место вызова, обнаружили зверька в одном из торговых отделов. Он оказался соболем. Спасатели поймали его, привезли к себе в отдел, накормили и вывезли его на Вилюйский тракт, отпустив в лес. В завершении о погоде. С 19 декабря началась настоящая якутская зима. Сегодня в столице в 6 часов утра температура воздуха составила минус 44 градуса. Таким образом, для учащихся с 1 по 5 классы был объявлен актированный день. В большинстве районов республики также на фоне высокого давления сохраняется холодная, без осадков погода, в населенных пунктах морозные туманы. Потепление на несколько градусов ожидается с четверга в западных районах республики. Также к концу недели морозы, по прогнозам синоптиков, немного отступят и в центральной части Якутии. На текущей неделе мороз усилится. Температура воздуха понизится до 48-52 градусов в заречных и северо-восточных районах, до 53-58 градусов. Такая погода сохранится до конца недели. Лишь на северо-западе республики в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с небольшим снегом. Температура воздуха ночью 30-35, при прояснениях минус 40-45 градусов. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас и будьте всегда в курсе.